В нашу редакцию обратились жители дома номер 6 по улице Школьной в Ухтинском микрорайоне УРМЗ, где из-за двух нежилых квартир с отключенным газовым отоплением страдает весь подъезд. Соседи через стену жалуются на холод в санузле, жильцы квартиры этажом выше – на плесень. Кого и как в данном случае призвать к ответственности, разбиралась Виктория Науменко. Окна квартиры номер 4 можно узнать с улицы. Проемы заколочены листами фанеры. Соседи сделали это сами, чтобы там не ночевали бездомные, поясняет соседка Нина Поздеева. С нежилой квартирой проблема уже 11 лет. Хозяйка умерла, ее сын попал в тюрьму, а после и вовсе пропал. Ситуация усугубилась, когда съехал владелец из соседней квартиры под номером 3. При этом накануне он начал масштабный ремонт, но не закончил его. Он пришел, мне отдал ключи от этой квартиры. Ключи у меня от этой квартиры. Топить мы там не можем, потому что обрезанный газ и замерзает вода. Мы страдаем, значит, моя вторая квартира у нас вода замерзает, 6-я квартира вода замерзает, 7-я квартира замерзает вода и покрывается плесенью. Двухэтажный дом номер 6 на печном газовом отоплении. Как поясняет Госжилинспекция, отключение газового оборудования в нежилых квартирах – требование законодательства, как раз для безопасности жильцов всего дома. Но соседям проблемных квартир от этого не легче. Так Нина Поздеева с супругом, которые живут через стену от двух необитаемых квартир, вынуждены самостоятельно пригревать трубы в санузле. Вот пришлось на все это разобрать хозяйство. Вот у нас стоит обогреватель. Постоянно стоит обогреватель. Мы греем туалет без конца и края, чтобы у нас не замерзала вода. А соседи со второго этажа жалуются не только на замерзающую воду в трубах, но и на плесень из-за высокой влажности. Дополнительные источники тепла не дают никакого эффекта. Тоже вот родители болеют из-за плесени, из-за всего. То есть у них постоянно сырость, какие-нибудь источники отопления, еще что-нибудь. Но не особо не помогает, потому что все равно влажность идет. Никакого эффекта нет от этого. То есть если там промерзает, все, оно и промерзает. Претензии жильцов в основном к управляющей компании. Представитель организации пояснил, обе квартиры находятся в собственности и повлиять на ситуацию управдом никак не может. Квартиры в собственности, да, то есть каким-то образом там запустить отопление печное в этих квартирах не можем, да, со своей стороны, там, с привлечением даже любых надзорных органов. Заявление от жителей дома находится на рассмотрении в Госжилинспекции Ухты. Пока решение не принято, надзорный орган отказывается давать комментарии. Все, что сейчас могут сделать жильцы дома, это подать в суд на соседа, который оставил свое имущество без присмотра. И только по решению суда можно обязать его периодически протапливать помещение. При этом, как отмечают в Ассоциации юристов Коми, подать в суд может и сама управляющая компания с привлечением участкового. Управляющая компания, в свою очередь, должна обратиться в орган полиции, то есть непосредственно к участковому. Участковый инициирует запрос соответствующей инстанции. После того, как будет сделан запрос, соответственно, придет постановление от участкового полномочного. И уже, я считаю, что управляющая компания должна подать заявление в суд. Кроме того, судья может не только обязать протапливать помещение, но и взыскать через приставов долги по коммунальным платежам с нерадивых собственников и наложить арест на их доходы. Осталось теперь только найти пропавших соседей. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.